и вы регулируете вот расстояние, сколько горит этот факел, да? И вот свеча у вас, свечу зажгли, да? И представляете, что эта энергия, она проходит через пламя свечи и идет дальше. И вот вы начинаете прожигать 3 раза верхнюю чакру, если свеча не трещит и не коптит. Потом дальше следующая чакра между глаз, да? Дальше вы, значит, щитовидная же, пишутся, да? Потом сердечная чакра. 3 раза, если свеча не трещит. Затем солнечное сплетение. Над лобком и между ног, последняя красная, да? Прожгли ее. Потом дальше по всему телу. По всему телу 3 раза, если свеча не трещит. Потом просите повернуться боком по часовой стрелке. 3 раза, если свеча не трещит. 3 раза. Потом просите повернуться спиной. Просите поднять правую руку, правую пока. И вот начинайте прожигать правый меридиан. Средний палец правой руки. Затем рука. Прожигаете, вот представляете образно, что вы, знаете, вот прожигаете этот канал. Плечо. С правой стороны от позвоночника, когда канал проходит, затем до копчика, правая нога и до пятки. Прожгли. Просите опустить. Поднять левую руку. То же самое прожигаете. Средний палец левой руки. Прожигаете. Затем плечо, позвоночник с левой стороны, до копчика, левая нога и до пятки. Прожгли. Просите опустить. Заключительно крестите. То есть вы должны понять, что крест это не какой-то религиозный жест. Крест это, он был даже у египтян. Это жест очищения. Очищение. То есть вы крестом очищаете. 3 раза. Если свеча не трещит. А если трещит? А если трещит, крестить до прекращения треска. Хорошо. Потом просите повернуться следующим боком, прожигаете 3 раза. Прожигаете 3 раза, если свеча не трещит. И лицом, со стороны лица 3 раза, если свеча не трещит. Потом дальше гасите свечу. Значит, отдаете эту свечу своему пациенту, которого вы чистили, да? А он вам должен или конфетку дать, или какую-то мелочь, то есть, чтобы вы на себя не набрали. Понимаете? То есть энергообмен. Если маленький ребенок, там, какой-нибудь рисунок, да, тетя спасибо и так далее. То есть обязательно нужно восполнить вот этот вот энергообмен. Потом дальше. После того, как вы почистили, должны зайти в туалет, значит, холодной водой, да, промыть по локоть, да, руки, и промыть глаза, как следует. Все. Понимаете, это техника безопасности. Вот. А вы должны взять вот эту вот свечу, на улицу, когда пойдете домой, возьмите еще бумагу и где-нибудь сжечь, чтобы сожгли. Вот. И главное, чтобы вы стояли не на ветреной стороне. Когда вы сжигаете, чтобы ветром на вас вот этот вот дым не шел, потому что вы снова его можете набрать. Вот так. Очень хороший метод. То есть 5 минут, и знаете, вот человека почистили, у него прям, знаете, вот прилив энергии, да, вот вы ему почистили каналы, да, и он прям в себя, знаете, вот энергия пошла. То есть это не лечение, это восстановление энергетики вашего пациента или вас самих. Я потом вам могу рассказать именно как самого себя чистить. Здесь знаете как? Все, благодарю. Знаете как?
Вот представили, да, образами работы. Ваш двойник вышел из вас. Вы его повернули к себе, и вот он стоит перед вами. И вы его уже все чистите. Почистили, да? А потом он снова вошел в вас. И потом вот эта энергетика, да, то есть вот очищение, она начинает работать. Образами работать. Вот. Потом мне напомните, я вам покажу, как людям восстанавливать это давление. Это, я, знаете, в Швейцарии в 98 году нас Яков Григорьевич Гальпери повез в базе в Швейцарии на конгресс птицелюбия. И там, значит, нас было человек, наверное, 20. Из Якутии было человека 3-4. Чумак был с нами. И, знаете, вот мне что запомнилось, что все швейцарцы, да, они знали, что самые лучшие медиумы, да, там вот вызов духов и так далее, там через эти всякие тарелки, это самые сильные, это англичане. А самые сильные целители это Russian из России. И там к нам, знаете, вот стояли такие очереди, да, чтобы попасть на сеанс. Вот. И знаете, меня что больше всего поразило, там, допустим, у кого-то кто-то болеет, там, ребенок, или там жена, или муж. И они, как говорили, вот вы вылечите, а мы дадим вам состояние. Понимаете? Состояние. Почти на всю жизнь. Говорит, вот только вылечить. Вот. Так что Швейцария. И там, знаете, вот Гальперин, он как раз меня представил, там, сказал, да вот, у него 2 военные академии и так далее. Они испугались, и ко мне вот 4 стали какие-то там. И потом, когда моя очередь, я говорю, у кого давление? У кого давление вот, повышено, подойдите ко мне. И я, значит, сразу показал. Ну, давайте я просто сейчас методику покажу, никого снимать не буду, да? Ну, подойдите еще раз, Александр. Методика очень простая. Руки потерли, да? Вот руки потерли. Да. Знаете, нет? А? Да, руки потерли. Опять же, вот, знаете, поправили позвонок, потому что позвонки могут немного смещены, и человек не гипнозированный, да? Человек, вот как бы, вот у него энергия неправильная там. И вот смотрите, вы поставили, да, его, сказали, расслабился полностью. И вот вы что делаете? Вот если опустить давление, да, ладони, вот руки вниз, вниз. И вот вы от плеч, да, до копчика, потом руки зажали, снова подняли, открыли. Вот так. А чтобы поднять давление, наоборот, от копчика, вот так открыли, снова опустили, это вы поднимаете давление. Иногда бывает перекос, вот вы выравниваете, да, вот так вот давление. То есть методика очень сильная, надо просто ее как бы вот понять и освоить. Ну это так, знаете, от лечения, от гипотезы. Все, благодарю. Сила вот этого трения, сила движения тоже поможет. А, сильно, да? Я вот так. И кулак? Я всегда вот так. Вот. А туда? Вверх. Да. Ага. А руки Это воздух или вперед? А? бесконтактно. Нет, бесконтактно вы его не касаетесь вообще. Вы энергетически его опускаете. Да? Да. Так, сейчас, пожалуйста, разбейтесь пары.